Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. Глава Якутии Айсан Николаев своим указом определил меры, которые к 30 году повысят качество жизни и показатели социального развития арктической зоны республики до уровня среднероссийских. В своем указе глава региона определил 3 приоритетных направления госполитики в арктической зоне республики. Другим стратегическим указом определены задачи государственной политики в сфере экологии. И с нашей сегодняшней гостьей, заместителем председателя правительства Якутии Ольгой Балабкиной, мы подробно поговорим о том, что ждет якутян при реализации этих указов. Добрый вечер, Ольга Валерьевна. Добрый вечер. Я предлагаю начать нашу программу с вопроса о том, какие задачи перед вами и вашей командой в целом ставит глава региона Айсан Сергеевич на ближайшие 5 лет. Потому что вы находитесь в должности заместителя председателя правительства, но у вас прибавилось и новое направление по долгу службы – это экология. Да, действительно, на ближайшие 5 лет, прежде всего, для всего правительства глава республики поставил задачу, которая является задачей, связанной с борьбой с бедностью. Значит, базой для государственной политики республики, безусловно, является качество жизни человека. От маленького возраста до пенсионного возраста. Качество жизни в центральных районах, южных районах и, конечно же, в арктической зоне. В сферу моей деятельности входит 5 направлений, 2 из которых вы назвали, и по которым были приняты, буквально опубликованные на днях, 2 стратегических указа. Указ об экологическом благополучии, он получил свое развитие, исходя из того указа, который был уже до этого, 5 лет, новая его пришла редакция. Часть позиций осталась из этого указа, часть позиций получила, исходя из новых вызовов и направлений, свое новое развитие. Указ о развитии арктической зоны, я считаю, что это, в принципе, новая позиция относительно Арктики, потому что те задачи, которые были поставлены до этого в указе, они, по сути дела, уже решены. Сегодня в указах по Арктике и по экологии относительно позиций, значит, улучшения жизни и качества людей ставятся достаточно амбициозные задачи. И каждая из них, конечно же, подразумевает собой огромный пласт работы. Кроме того, в сфере моего ведения находятся вопросы юстиции. Мы вновь, значит, непосредственно возродили учреждение юстиции на территории республики в лице Госкомюста. Было несколько попыток, вообще существования этого органа. Почему возникла его необходимость? Потому что должен быть, безусловно, орган государственной власти, который осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов, учреждений юстиции. Мы имеем систему республиканскую мировых судей, вопросы, связанные с их компетенциями, вопросы, связанные с принятием и, значит, работой административного кодекса Российской Федерации, они будут уже в рамках, соответственно, Госкомюста решаться. Ну и, конечно же, направление, которое является приоритетным сегодня, потому что ради кого мы живем, мы живем ради детей и молодежи, это направление стратегическое, направление по формированию молодежной политики, по ее реализации, исходя, опять же, из новых вызовов. И, конечно же, Института гражданского общества. Я поздравляю, кстати, сегодня завершился гражданский форум республики. Это 12-й по счету форум, достаточно интересный, продуктивный. Хотелось бы, безусловно, отметить те предложения, которые в них поступило. Очень активной была патриотическая площадка. Форум был в целом посвящен семье, году детства. И интересные предложения, я думаю, к которым власть должна прислушаться. Если говорить о работе с молодежью, то это классическое, в чьи руки перейдет возведенное нами, в вашем случае вами, здание. Да, конечно, это именно так. И, безусловно, совершенно четко мы понимаем, что то, что мы сегодня делаем, мы все делаем для молодежи. Создаем рабочие места, строим школы, детские сады, значит, спортивные залы, для того, чтобы оказывать меры социальной поддержки. Они в основном направлены на молодежь. Ольга Валерьевна, прежде чем задать еще один вопрос, напомню нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно по телефону 8 411 2 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. Ни для никого не секрет, что Якутия – это самый большой регион в нашей стране, причем малонаселенная, казалось бы, республика, однако перешла
рубеж в 1 миллион жителей. Как происходит мониторинг за экологической ситуацией в нашем регионе и какие системы мониторинга используются? Да, спасибо большое за такой вопрос, потому что действительно на огромной территории, на которой расположена наша республика, это прежде всего республика лесная, республика речная, республика водная, и относительно всех этих объектов осуществляется экологический мониторинг. Экологический мониторинг, он основан на территориальной системе, которая уже давно разработана и сходит и охватывает практически каждое муниципальное образование. Это лабораторное и экспертное обеспечение государственного экологического надзора. Минэкология республики выполняет переданные федеральные полномочия относительно тех объектов, которые относятся к федеральной собственности, и выполняет республиканские полномочия относительно наших объектов. На основании данных республиканской системы экологического мониторинга оперативно формируется так называемый экологический паспорт. И вот именно экологический паспорт существует отдельно по каждому муниципальному образованию. И по ней, по этой информации в экологическом паспорте, соответственно, уже в разрезе муниципальных образований принимаются те или иные решения. Они касаются практически всего. Можно сразу увидеть в экологических паспортах места загрязнения, выявить причины этого загрязнения как такового, определить комплекс мер, что и делается Министерством экологии. А вот если говорить об указах стратегических, в чем главная цель? Вы знаете, главная цель, если брать, я все-таки хотела немножечко разделить, да, экологический указ и указ арктический. А сегодня поставлена достаточно амбициозная цель. Я начну с арктического указа, которая определяет позицию, если ранее мы шли такими определенного рода небольшими шагами, но за 5 лет прошли достаточно большой путь в части развития Арктики. Сейчас уже речь идет о том, чтобы качество жизни человека, живущего в Арктике, независимо от того, чем он занимается, оно непосредственно соответствовало качеству жизни человека, проживающего в других районах республики. Это важно, и, соответственно, на это и будет направлен ряд мер, которые предусмотрены в указе. Что, например, предусмотрено? Например, предусмотрена необходимость и поручение правительству определить возможности, прежде всего, удешевления строительства в Арктике. Казалось бы, такие уже заезженная фраза, и мы не раз уже ее говорили, да, но сейчас в указе очень четко определено, что это должно произойти за счет, соответственно, снижения стоимости завозимых стройматериалов путем компенсации из бюджета республики, и соответствующее персональное поручение экономические службы республики два получили. Конечно же, модернизация социальной инфраструктуры. Вот на этой неделе произошло действительно два уникальных события относительно Арктики. Да? Это строительство 2 огромных социальных объектов. Это центральная районная больница Момская. Когда принималось решение, глава республики его поддержала строительство центральной современной оборудованной Момской больницы, это было очень смелое решение. Смелая с точки зрения выбора подрядчика, смелая с точки зрения того, что практически все это завозное. Да, больница построена в каменном варианте. Было очень сложно, но справились и СГЗ, и правительство, и Минздрав, да, глава муниципального образования очень хорошо подключался к данному вопросу, потому что часть оборудования привозили на военных бортах. Даже так? Даже так, да. То есть делали все для того, чтобы жители Хану получили этот объект. И я очень благодарна жителям Хану, потому что они, наверное, месяца 2 сами приходили, коллективно осуществляли клининг этого объекта. Да? То есть у них очень хорошо помогали медикам, и я думаю, что настрой такой очень хороший. И школа построена в Арктике. Построятся дома. Это, во-первых, тяжело и сложно принять такое решение, потому что мы понимаем, что там строительство дорогое. Но его нужно принимать. И причем сезонное. Конечно, сезонное. То есть и сейчас уже какие-то дороги закрываются, какие-то тендеры отыгрываются, не отыгрываются, что-то переставляется, передвигается. Это такой очень живой механизм, не так, как просто построить что-то например, в центральной части даже республики. Поэтому вторая задача – это модернизация социальной инфраструктуры, которая в Арктике существует. У нас уже определена дорожная карта, по которой мы в течение этих 5 лет и пойдем.
Ну и, конечно же, поставлена задача прироста инвестиций в основной капитал, ну, значит, не менее чем в 5 раз к уровню 2023 года. Одна из сложных задач, задача экономическая, но главы муниципальных образований сегодня выбранные в арктической зоне готовы нам в данном вопросе оказывать полное содействие и, в общем-то, действовать в одной команде. Что касается экологического указа, я бы начала с одной из целей, которую я считаю самой, с одной стороны, как будто бы простой, с другой стороны, наверное, более важной. Это повышение экологической культуры. Как только мы вспомним, что лес нужно беречь, как только мы, да, значит, непосредственно перестанем, значит, оставлять мусор в лесу, да, как бы, или быть причиной непосредственно там, возгорания леса, да, как бы, то и вызовы, которые перед нами стоят, и угрозы природного характера, да, я не говорю там о техногенных пожарах и угрозах, да, они будут значительно меньше. Поэтому первая задача – это вот как раз повышение экологической повестки, экологической культуры. Конечно же, задача, которая поставлена в указе, это углеводородное регулирование и адаптация экономики к изменениям климата. Уже ни для кого не секрет, что история, связанная с изменением климата, Якутия занимает место в России достаточно такое серьезное с точки зрения как историй, связанных с вечной мерзлотой, так и с определенного рода, пусть нам еще кажущееся, да, такое небольшое, но потепление есть. А соответственно, это будет влиять на практически все отрасли. Начиная от строительства, да, мы все равно строим на сваях, значит, речь идет об новых условиях растепления грунтов, возможно. Да. Фундамент будет идти. Возможно, ну дай бог, чтобы он не шел, еще долго держался, да, безусловно. Ну, то есть вот эти такие вот моменты, это нужно урегулировать. И, конечно же, сохранение, воспроизводство, рациональное использование природных ресурсов, которые у нас в неограниченном количестве существуют, но очень четко нужно понимать их ареал, распространение, четко разделять краснокнижную историю, которая подлежит исключительному сохранению, да, краснокнижная история именно республиканского характера, наши уникальные озера, горы, леса, это все подлежит и воспроизводству, и сохранению. Вот, наверное, это экологический указ. Ну, а если мы будем говорить о науке, потому что современные ученые, которые борются с этими проблемами, уже выводят какие-то технологии на новый уровень? Ну, конечно. Вообще вопросам науки вообще как таковой, да, действительно уделяется достаточно уже сегодня большее внимание. И уже даже у нас совещания в правительстве достаточно часто приходят представители науки по разным моментам. Начиная с момента, например, научных исследований возникающих проблем, тогда, когда значит, часто ставят вопрос о том, что разрешено, какая квота на разрешение на рыбу. Это маленькая история, да? Но в любом случае вот эти вот квоты, они устанавливаются, исходя из научных разработок как таковых. А кроме того, научные разработки и по технологиям жизнедеятельности человека в новых условиях. Сегодня мы к этому готовы. Сюда можно отнести и мониторинг, наверное. Мониторинг, он уже сегодня имеет базу, да, как таковую, ну, именно экологический мониторинг. И поэтому я думаю, что там пока поправить сложно что. Пока его наука пользуется просто результатами того, что есть. Ольга Валерьевна, а если мы говорим о стандарте экологического управления, это то, вот с чего вы начали? В людях надо воспитывать какую-то экологическую просвещенность? Это про людей, то, с чего я начала. Мне бы хотелось обратить внимание на экологические стандарты крупных компаний. Да? В прошлом году в качестве персонального поручения была разработка экологического стандарта предприятия. То есть наши все недропользователи находились в оценке экологической безопасности, экологического стандарта управления. И значит, у нас сама по себе вот этот вот экологический стандарт для многих предприятий, ну в целом средний я назову, да, он там около 40%. 39,8%. Это маленькая цифра, и нужно стремиться к более большой. Лучшим предприятием на территории, которое соблюдает этот экологический стандарт, на территории республики является Сургутнефтегаз. Их процент, значит, непосредственно
выполнения экологических требований составляет 98,3%. Даже не Алроса? Даже не Алроса. Алроса тоже достаточно, значит, у нас предприятие, которое выполняет очень многие экологические требования. Но, наверное, это связано еще и с тем, что строительство объектов Сургутнефтегаза было более в позднее время, когда уже многие стандарты существовали. Алроса же работает и модернизирует старое оборудование, старые промышленные объекты. Ну, с этим понятно. А вот как остальных подтянуть? Тогда должно быть желание руководства компании? Я думаю, что рейтинг, который будет определяться главой и непосредственно контролироваться на уровне республики Саха-Якутия, приведет к необходимости всем предприятиям быть зелеными. Если мы говорим о проживании в северных районах, для меня эта тема более чем близка, поскольку я родом из Верхоянского района. Вот, и если речь заходит о коренных малочисленных народов Севера, как жить вместе с ними, чтобы не навредить самобытному укладу? Не навредить. Прежде всего, не навредить. Не нужно излишнее урегулирование и не нужно мешать осуществлять. Ведь он уже не зря называется традиционный образ жизни. Не нужно навязывать свои правила, которые не идут от природы, а людей, которые относятся к категории коренных малочисленных народов Севера. То, что удается в цивилизации, то, что дается с новыми технологиями, оно все равно придет, и люди сами это возьмут. Главное, нам сейчас не мешать. В республике сложена достаточно четкая система, непосредственно, по моему мнению, этнологической экспертизы. И вот уже за последние 4 месяца работы, порядка где-то 15 этнологических экспертиз было рассмотрено и проведен их мониторинг. И нужно сказать, что это серьезные научные подходы к работе наших компаний на территории проживания коренных малочисленных народов Севера. И ущерб, который непосредственно возникает, он подлежит компенсации в пользу этих общин. При этом рассматриваются практически все нюансы. И, в общем-то, достаточно такая хорошая история, которая, конечно же, подлежит развитию. Есть определенного рода уже недоработки там, в мониторинге, в последующем, да, а нужно его дальше развивать. Но начало положено. Мы пока единственные в стране, кто это делает. На международных площадках, на российской площадке мы тоже представляли этот опыт. Пока на нас еще посматривают как на субъект, которого вот интересно, что же они такое новое придумали, но уже мы понимаем, что это правильный путь. Путь правильной договоренности сторон на основе научных разработок, а не эмоций. Но родовые общины одно. Мы же не говорим о том, что вот появится резервация, как это на Западе с индейцами. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это даже претит в целом даже политике российского государства относительно коренных малочисленных народов Севера. Поэтому равноценные, полноправные члены, граждане республики, граждане Российской Федерации, жители республики без всяких вопросов. От благополучия коренных малочисленных народов Севера к благоустройству жилых домов. Вот, например, в Якутии есть уже успешный опыт. Это энергоэффективные дома в Жатае. Не будет ли сложностей с логистикой по завозу рабочих материалов, рабочей силы, специалистов? Как это отразится на экологии? Я думаю, что на экологии это не отразится с точки зрения логистики, да? Если брать вариант построенных энергоэффективных домов, так же как у нас есть несколько вариантов в республике, сами по себе связанных с энергоэффективностью. Да? Это как раз эти новые энергоэффективные умные дома, которые построены в Жатае. Есть энергоэффективные контракты, на которые перешли очень многие наши социальные учреждения. Это позволяет, безусловно, экономить ту электроэнергию, которую мы осуществляем. Если же говорить об Арктике, безусловно, при строительстве домов мы уже должны применять новые технологии, которые, во-первых, позволяют сохранять тепло. Как такового от более толстых стен, заканчивая более, правильным заходом в дома для того, чтобы тепло сохранялось. И, конечно же, система сама по себе жизнедеятельности дома, она должна уже на базе науки иметь какие-то иные условия, чем, например, Жатай. Я думаю, что наука со строителями здесь скажет тоже свое решение, потому что
Хорошо, если энергоэффективные дома будут в Арктике, на севере. Это очень важно. Потому что мы понимаем, что если брать тарифы на электроэнергию, то в Арктике это самые высокие тарифы. И мы практически все еще пока перекрестно их закрываем. Поэтому здесь очень так вот нужно подходить, не клепать так же, как и Жатай. А вот в Момском и Верхоянском улусах есть прям энергокомплексы, солнечные батареи. И что удивительно, это там необходимо, потому что солнце отражается от снега, и так можно использовать солнечную энергию. Да, безусловно, да, то есть технологии можно использовать, но эта технология для того, чтобы она была массовой, да, можно использовать там относительно одного объекта, второго, но технология для того, чтобы была массовая, все-таки должно пройти время. Давайте поговорим с вами еще и о молодежи. Недавно состоялся 4-й уже по счету фестиваль «Мусустар». Можно ли сказать, что уровень организации и любовь якутян к этому мероприятию ежегодно растут? Вы знаете, он стал популярным. Относительно любви мне рассуждать очень сложно, но он действительно стал популярным. И вот это вот лидерство, такая олимпиада улусов, районов, которые хотят быть молодежными, она подстегивает и глав муниципальных образований обратить особое внимание на молодежную политику. То есть сегодня у нас по итогам 2023 года была очень ожесточенная борьба между Нюрбинским и Горным улусом. И Горный улус стал вновь самым молодежным. И это неудивительно, потому что те проекты, которые реализуют ребята молодежь в Горном улусе через фонд президентских грантов, через строительство разного рода проектов рядом с Бердигистяхом, в Магарасах, такая молодежная этнопоселок молодежный, который они делают, да, дизайн-код в Магарасах, в учреждениях, которые занимаются общепитом, это, безусловно, подстегивает и, так сказать, дает такую, действительно им говорит, что они действительно самые молодежные сегодня. Да? И Северный молодежный улус. Булунский улус, да. Вот это, конечно, для меня такое вот небольшое открытие. Ну, во-первых, потому что, видите, Булунский улус переживал тяжелый период массового отъезда туда людей. Значит, люди, которые остались там, самые стойкие, и их дети точно крутые. Ну вот к нам до подготовки к фестивалю приходил в гости делегат как раз-таки из Булунского района, и он рассказывал, когда в 23-м году он посещал фестиваль, вернулся оттуда с невероятными эмоциями, все сразу выразили жаркое желание поскорее отмотать время вперед, чтобы побывать уже на новом фестивале. Видимо, 5-й юбилейный станет, наверное, каким-то невероятным. Ну, очень хочется, чтобы он был невероятным. Вот этот дух фестиваля, он действительно расходится. Вот я его бы назвала такой молодежной олимпиадой. Но самое главное, он стал площадкой, которая заставила глав муниципальных образований посмотреть на молодежную политику по-другому. А ведь наверное, постоянно к специалистам по молодежной политике в администрациях районов, да, поселков, наших наследников очень часто, там, где они есть, да, по нашему закону государственной молодежной политики, относились как, ну, давайте мы на них повесим молодежную политику, организационную, они еще будут пиары, и HR, и все подряд. Да, все, что новое появлялось, все кидали на специалистов по молодежной политике. А сейчас уже понимают, что этот специалист может через организацию молодежи приносить какие-то дивиденды, и их статус, они уже так с распрямленными плечами ходят по администрации. А лично вас что впечатлило на фестивале? А мне на этом фестивале, конечно, понравился сам проект, который сегодня наши ребята и вообще отношение молодежи к теме специальной военной операции. Вот немножечко был определенного рода страх, да, как молодежь отнесется к корнеру, который поставили наши ребята из будущего якутского батальона, и я поняла, что это интересно. А еще мне очень понравились ребята-энтузиасты. Мне вообще нравится проект. Очень многие, которые делаются в Хангаласском улусе молодежью, да, они выращивают микрозелень, там, клубнику на топонике. То есть им нравится это делать. Да. Разные проекты у них там в сфере занятости появляются. Вот Хангаласский улус, как пример, молодежь там занимается тем, что, значит, там раздельное там, хранение мусора осуществляет. Ну, то есть, как бы такие вот интересные проекты, взрослые. И очень прогрессивные. Они очень крутые, да. А вот какие задачи в части молодежной политики надо решать здесь и сейчас?
Ну, прежде всего, патриотическое воспитание молодежи и восстановление, значит, непосредственно отношения к труду. То есть нам нужно восстанавливать историю для того, чтобы уже сегодня вновь вот эти вот трудовые навыки, которые должна молодежь получать с детства, они были у молодежи более повзрослевшие. Чем, вот, например, бойцы сегодня Якутии отличаются от бойцов других регионов? Мы немножечко скромно об этом молчим, но на самом деле они отличаются тем, что они умеют разжигать печку, разжигать Хозяйственные огонь. очень. Да, они очень хозяйственные. А это говорит о том, что, значит, эти навыки даются дома, в школе. Вот это нужно сегодня хорошо развивать. А в Сочи как прошел фестиваль молодежи? Вы знаете, если оценивать, например, с точки зрения этот фестиваль сочинский, с точки зрения, например, периода, в котором мы проживаем предвыборной кампании, да, то я думаю, что это было, наверное, второе по силе такое предвыборное мероприятие, ну, вот именно по содержанию, после интервью, которое Владимир Владимирович дал Карлсону. Да, потому что именно там молодежи всего мира, все, кто был участники, от Америки до Китая, на простом языке, лекторами, через общество знаний, просветительские лекции были объяснены условия специальной военной операции, причины и вообще, что мы хотим. Это было очень, они были очень познавательны и интересны. Плюс это отличный шанс показать Россию на международной арене. Конечно, Россию, которая не агрессор. Показать Россию, которая дружелюбна ко всему миру, это было важно. А как якути отнеслись на фестивале? Как к отдельной стране, может быть? Иногда же бывают такие вопросы. Нет, Якутию вообще через площадку Якутии прошло, мы были одним из субъектов, не все субъекты выставляли, значит, свои корнеры, мы были одним из субъектов, которые показывали свою культуру. У нас хоть было и небольшое помещение, но через него прошло порядка 8 тысяч человек. Да? Начиная от того, что молодежь приходила и просто пока не заканчивала значит, получение мастер-классов в полном объеме по нашим национальным играм, да, Хабылык-Хамышка, и вот, понимаете, вот это вот и они пока вот они не ловили вот до конца эти значит, палочки, которые мы подкидываем, да, они не уходили. То есть прям иногда даже было определенного рода столпотворение. Плюс иностранцев очень впечатлила игра на хомусе. Ну да, безусловно. В общем-то, это такая интересная история. Не могу не спросить про форум женщин Дальнего Востока, который назывался «Разговоры о важном для взрослых. Женский взгляд». Какие задачи сегодня стоят перед современными женщинами? Задачи современные женщины ставят себе сами. Да. Женщина была и остается в любом случае человеком, обязанность которого, прежде всего, поддерживать мужчин. И в это сложное время женщины объединяются для того, чтобы это делать. И если раньше они объединялись для решения каких-то в основном социальных задач, добивались там, повышения пособия по уходу за ребенком, да, то есть это уже ушло вообще с женских площадок. Сейчас женщины говорят о разных проектах по женскому здоровью, по тому, как должно быть материнство, как значит, более комфортно должны проходить роды детей. То есть масса вот таких проблем исключительно женских. Это говорит о том, что тенденция, как-то вектор сменился. Вектор сменился. Вектор вот от социальности, он очень сильно сменился. Уже такие современные молодые женщины, они уже думают о большем комфорте. А почему? Раньше этому уделяли мало внимания? Или... Раньше мы не были настолько социальными, это однозначно. Но каждая, кто практически выступал на женском форуме, говорили. Вот прям эта фраза была практически у всех. Да? Когда рождался мой ребенок, значит, да, был денежный дефолт в основном, да, и, соответственно, там, стоимость подгузников, которых для кого-то их вообще еще не было, она составляла 3 месячных зарплаты. И никакой поддержки государства на тот период ее просто не было. Сейчас, соответственно, уровень поддержки очень высокий. Особенно он пришел, в том числе в прошлом году, с единым пособием. Поэтому проблем, которые стояли бы женщины именно по социальной поддержке, их сегодня, они уже не обсуждаются на площадках. Но на площадках обсуждается,
комфортность оформления, например, свидетельства о рождении. Очень опыт Якутии всегда интересен тогда, когда свидетельство о рождении можно получить в самом роддоме через госуслуги. ЗАГС у нас один из первых начал реализовывать этот проект, выдавая свидетельство о рождении. Тут же получается и получение всех, соответственно, через систему всех историй, которые связаны с выплатами от детей столетия до материнского капитала. То есть уже для женщин важен комфорт этих условий. Комфорт рождения детей для Якутии он совершенно обеспечен, потому что существует перинатальный центр, да, и мы, в общем-то, достаточно неплохо решаем сегодня эту проблему. Это говорит и по показателям, в том числе младенческой смертности. Она у нас уже значительно ниже среднероссийской, да, что буквально там 5 лет мы были там в антилидерах России и каждый раз были, задумывались о том, как ее решать. Сегодня тоже достаточно, в общем-то, ситуация, постучу по дереву, да, улучшилась, потому что улучшились и комфортные условия. Но, несмотря на это, женщины не перестают быть женщинами? Ну, конечно. Женщины ни в коем случае не перестают быть женщинами. Да, ощущение, что мы с тобой 8 марта продолжаем. Ну, они помнят о главном, о семье. Ну, конечно, это главное. Это главное, и комфорт — это очень важно. А вот, может быть, вам удастся ответить на этот вопрос, на который даже Мел Гибсон когда-то не смог ответить. Чего хотят женщины? Наверное, Мел Гибсон-то не смог ответить совершенно по другой причине. Сейчас все женщины хотят победы. Вот победы скорейшей, победы, которая позволит России быть сильной. Ни в коем случае не дать возможности раздробить Россию. Это важно. А мы не можем здесь говорить о том, что международный конфликт, который вот сейчас продолжается уже который год, может закончиться как-то нейтрально для обеих сторон? Ведь потому что еще век назад, во время Великой Отечественной войны, говорили совсем о другом. Вот здесь я точно не берусь комментировать международную повестку, да, потому что не являюсь, я могу в данной ситуации высказать обывательское мнение, могу высказать мнение непосредственно, которое там, больше женское. Я понимаю только одно, как лицо, занимающее государственную должность, Россия должна восстановить свои границы. Ну и сила в единстве. Сила в единстве — это ближе к лозунгам. Да? Вот я сегодня во время гражданского форума приводила такой непосредственно пример. Вообще сила, наверное, не в единстве, а сила в терпении и сдержанности мужчин, которые находятся в зоне специальной военной операции. Они терпят те лишения, в которых они сейчас оказались. И они сдержанные с точки зрения того, чтобы не пускать скупую слезу тогда, когда мужскую скупую слезу, тогда, когда они получают от наших ребятишек, волонтеров, общественников сделанные игрушки своими руками или сокровенные слова детей, которых они даже не знают. Наверное, они очень сдержанные и вряд ли могут себе позволить заплакать. Это важно. Эта сдержанность, терпение и мужество точно приведут нас к победе. Акции «Письма солдату» — это очень трогательная тема для тех, кто находится на передовой. Да, безусловно. И сегодня мы эти проекты дальше будем в республике продолжать и поддерживать эти общественные организации. Ольга Валерьевна, с вами время летит просто незаметно. Я благодарю, что вы пришли к нам сегодня. Спасибо вам и за содержательный разговор. Мы всегда будем рады видеть вас в нашей студии. Спасибо. А я напомню, это была программа «Якутия в деталях». На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.